Съезд Республиканской партии форума Народного единства Абхазии, заслушав и обсудив доклады об общественно-политической ситуации в республике после президентских выборов 2025 года, заявляет следующее. Мы считаем, что политика, проводимая режимом Аслана Джани, нанесла прямой ущерб национальным интересам Абхазии, привела к подрыву доверия между абхазским обществом и нашим стратегическим союзником Российской Федерации, а также создала почву для опасных спекуляций о существовании в Абхазии антироссийских сил. Съезд решительно заявляет, на абхазском политическом поле никогда не было и нет сил, чьи цели противоречат стратегическому сотрудничеству с Россией. Мы расцениваем внедрение полицейских методов управления, преследование инакомыслящих, составление черных списков граждан как политическое преступление, требующее тщательного расследования парламентской комиссии. Второй пункт. Съезд констатирует, что при молчаливом согласии президента Бадргумба политические репрессии в отношении граждан Абхазии и демонтаж государственности приобрели системный характер, что выражается в ущемлении суверенитета и целенаправленном возбуждении уголовных дел против общественных и политических деятелей. Такая практика является прямым отказом от главной священной обязанности главы государства защиты интересов своего народа. В случае, если президент Абхазии не вернется к исполнению своих конституционных обязанностей, мы оставляем за собой право инициировать общенародное собрание и обратиться к народу с призывом дать соответствующую оценку действиям власти. Съезд осуждает попытки отдельных сил как внутри страны, так и за ее пределами манипулировать общественным мнением, используя анонимные ресурсы, недобросовестные медиа и давление на граждан Республики Абхазия. Мы подчеркиваем, абхазский народ – это субъект, а не объект политики, и любые попытки управлять Абхазией извне, навешивая руки, глубоко ошибочны и вредны. Четвертое. Мы требуем восстановления полноценного доступа оппозиционных партий и общественных движений к эфиру абхазского государственной телерадиокомпании, а ГТРК обязана выполнить свою главную государственную функцию, а именно предоставлять слово всем общественно-политическим силам, а не обслуживать интересы отдельных групп. Свобода слова – это не привилегия, а конституционное право, и его нарушение недопустимо. Пятый. Съезд выражает крайнюю озабоченность разрушительными последствиями экономической политики последних лет, вытеснением национального бизнеса крупными внешними структурами, давлением на независимых операторов топливного рынка, угрозам системного кризиса, заложенным в законе о кадастре недвижимости. Мы требуем немедленного пересмотра экономических решений, которые могут привести к социальной дестабилизации, протестам и потере доверия народа к институтам власти. Шестое. Мы подтверждаем неизменность стратегического курса на развитие всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией, единственным союзником, оказавшим Абхазии реальную помощь в исторически сложные годы. Мы подчеркиваем, что доверие между нашими народами создавались десятилетиями, никакие политические игры отдельных авантюристов и в состоянии перечеркнуть этот фундамент. Седьмое. Мы обращаемся к народу Абхазии в условиях внешних вызовов и внутренних потрясений. Единство народа – это не лозунг,
а требование времени. Только единство позволит сохранить государственность и суверенитет, язык и культуру Республики Абхазия. Съезд подчеркивает и считает крайне необходимым инициативу создания всенациональной организации по защите основ государственности имени основателя современного абхазского государства Владислава Арзанова. Итого,